иногда вот утром просыпаешься и сразу садишься, и сразу у тебя цепочка возникает. Особенно, когда долго ищешь, а потом раз и нашел вот этот необходимый материал, это такая радость на душе возникает, настоящая радость, поисковая радость. Здесь выросло 5 поколений Кулагиных, Пшенниковых. И этот дом всю жизнь являлся притяжением для всей нашей большой родни. Наши дедушки, бабушки, родители сумели нам всем дать очень хорошее воспитание, и они дали нам самое главное – любовь к своему родному дому, к своему родному краю. Все эти годы я продолжал очень плодотворно трудиться и искать корни своих предков. Ну вот я из своего опыта так могу сказать, что основные материалы я извлек из церковных метрических книг Бердинской и Мачинской церкви и Первонерукянской, Притеченской церквей. А почему? Потому что наша деревня Кочегарово, могли люди наши и на Мачинской церкви регистрироваться, в Бердинской церкви, а потом, когда Бердинская церковь закрылась, они стали Первонерукянской, Притеченской церкви. И вот на этом столе сейчас находятся, значит, подшитые у меня по годам все вот эти метрические сведения. Естественно, я выбирал только сведения, которые относятся к нашему роду. Но не только к нашему роду. Дело в том, что я задался еще целью составить родословные людей, которые жили в моей родной деревеньке Кочегарово. Поэтому я просматривал все, значит, документы, которые касаются фамилий Копыловы, Голомаревы, Шумиловы. Ну и в какой-то степени, значит, и дельгейские тоже мои родственники, Бекеневы, Нестеровы, ну, естественно, и Кулагины, так как род Кулагиных пошел у нас со станции Дельгейской. Основатель же станции Дельгейской наш предок. Первые сведения я брал из сказок. Конец XVIII века, начало XIX века. Но в сказках я скажу, что точность очень маленькая, потому что потом, сравнивая с возрастом людей, которые я находил в метрических книгах, они очень сильно отличались. Может, на 4, 5, на 6 лет отличались даже, допустим, года рождения или это года смерти. Поэтому вот эти книги, конечно, явились более точным инструментом для того, чтобы составлять вот родословные. Два древа, которые послужили вот основой, это вот род Пшенниковых и род Кулагиных. На этих древах, значит, примерно Пшенниковых 180-200 человек вот на этой основе находится, да. В роде Кулагиных на этом древе где-то порядка 300 человек. И вот за эти годы, которые я занимался поисками, я расширил очень значительно. Вот я для интереса вам сейчас покажу. Значит, у меня еще пока они в такой хороший электронный вид, еще я не превратил, это все, это вот такая муторная, изнурительная работа, чтобы... Вот, например, вот этот черновик составлен, это 4 из рода Кулагиных. Это получается там, ну, моего отца
двоюродные братья и сестры. Потому что я же в основном сначала рассматривал и изучал чисто нашу линию, по отцовской линии, а потом поставил себе задачу, что надо составлять родословную не только по мужской линии, но и по женской линии. И вот посмотрите, за эти годы вот какая получилась, даже вот на таком листочке, еле 3, здесь это 2 листа А3 уместилось. Значит, здесь находятся сведения примерно о 400 людей. Представляете? Каждая клеточка, да, каждая клеточка это минимум 2 человека. Ну, допустим, муж, жена, ну и там дети пошли, внуки и так далее. Эти 4 листочка содержат информацию о 67 людях. По одной из родственниц, ну, по нашей кулагинской линии, по женской линии Феодора Кулагина. Вот что самое интересное, что вот эта Феодора Кулагина, она вышла замуж за мужчину, да, и потом этот род привел меня, знаете, куда? В Чурапчу. Оказывается, это род Захаровых, а род Захаровых – это знаменитый род, из которого Вера Кирилловна Захарова – это первая летчица из народа Саха. И вот так интересно получилось, что оказалось, что в Чурапче целое поколение, в которых течет кулагинская кровь. Вот эти метрические книги дают очень интересную информацию. Вот, например, у нас в семье не было документа старинного, когда бабушка с дедушкой расписались, именно вот этого метрического документа церковного. И я этот документ нашел. Они регистрировались на Мачинской Николаевской церкви. И знаете, что самое интересное? Оказалось, в один и тот же день, значит, регистрировались моя бабушка и дедушка, и в этот же день регистрировался с новой женой бабушкин отец. И дедушка наш был свидетелем вот у своего, получается, у бабушкиного отца, у своего тестя. Видите, как интересно? В нашем архиве можно заниматься составлением родословной. Но прежде чем прийти в архив, нужно дома провести работу. Ну, предварительно составить, ну хотя бы в тетрадку записать все, что известно по всем линиям, которые вы хотите заниматься. Как кого звали, кто где родился, опросить родственников, которые живы, что кто помнит, домашние архивы посмотреть. И можно прийти к нам поработать. 2 декабря прошлого года впервые прошла выставка родословная ямщицких семей. Там у нас было порядка 12 участников, и у всех на разном уровне эти родословные составлены, но у всех много вопросов, это интересно, и, конечно, без архивных данных никак не обойтись. И у нас вот как раз в конце года, 23 года, вышел указ главы республики о 5-летии ямщицкой культуры. И вот до 28 года мы в рамках этого 5-летия хотим, чтобы наши родословные ямщицких семей, более их участников стало больше, тех, кто составляет родословные. В последние годы у нас в республике очень популярное занятие родословной, люди изучают родословную. Большой интерес к документам. И вот для обеспечения сохранности документов и для того, чтобы люди могли ими пользоваться, мы документы, которые являются источниками по родословной, переводим в электронный вид. Сейчас у нас доступны через нашу программу метрические книги церквей Якутской области, то есть там, где записывали, кто когда родился, женился и умер, с конца XVIII века до 1920 года.
Ревизские сказки – это тоже переписи населения, конец XVIII, середина XIX века. Придя в наш архив и зарегистрировавшись в программе, можно смотреть эти документы, ну, как у нас здесь в читальном зале, так и дома, удаленно. Хочу показать, как можно поработать с программой с поиска документов наших в электронном виде находящихся. Через любой поисковик находим сайт Национального архива, наш официальный сайт. В главной строке у нас здесь есть название программы АИС-ЛАР архив. Здесь же у нас есть видеоинструкция, как работать в программе, можно посмотреть видеоролики. И мы нажимаем АИС-ЛАР. Первый раз, когда вы заходите, есть кнопка регистрации. Нужно заполнить поля, все поля. Логин, пароль придумываете сами. И можно уже в тот же день мы подтверждаем, и вы можете уже зайти в свой личный кабинет, поработать. В личном кабинете можно смотреть, вообще искать дела, ну, по ключевому слову, в отдельных фондах. Здесь наши все описи переведены в электронный вид. Здесь есть у нас тематические базы данных, ну, можно изучать эту программу. А также можно заказывать дела. Например, вот посемейный список селений от Синская, Дабанская, Оймуранская, Журинская, Крестьянская и так далее. Это за 1902 год. Просмотр файлов мы нажимаем, и загружается картинка. То есть одновременно можете смотреть вы, ну и любые граждане, которые занимаются этим вопросом. У меня родословные мои корни Филипповы, это Оймуранская почтовая станция, и в Синске Якушева, Кузьмины, Соловьевы. Вот. И если по Филипповым, ну там я дошла до прапрадеда, это у меня Филиппов Фока Фокич. И вот пока не год рождения знаю, но нужно углубиться еще дальше. Вот. Вот эти данные можно здесь в архиве найти. По нашим документам можно про часть фамилии узнать, потому что у нас есть ревизские сказки 1795 года, и для тех семей, которые приехали в период, ну вот, незадолго до этого, там прямо написано, что такой-то, например, крестьянин такого-то помещика из такой-то губернии. Вот так узнают люди. Но для тех, кто приехал пораньше, сведений конкретно из каких губерний по нашим документам пока еще не находили. Но так как они ехали через Иркутск, ну, возможно, Тобольск, ну, можно сделать запросы в их архивы, может быть, какая-то информация будет. Ну, или, вот, например, Российский государственный исторический архив, что их отправляли же в Сибирь через какой-то наверняка централизованный орган, может быть. Помещики же сами их высылали, как говорится, в административном порядке. И можно попробовать узнать через этот источник архивы. Тут главное у нас время, чтобы было, и можно, как бы, желание сидеть и смотреть, выписывать, искать своих родственников. Самая ценная вещь, которая у меня на сегодняшний день есть, это вот эта книга. Потому что в этой книге я, значит, все свои вот эти 20 с лишним лет вел все записи. И здесь, значит, это, ну, рукописные записи всех документов, которые я находил. Потому что были времена, когда это, ну, невозможно было сфотографировать документ или отсканировать его, и поэтому приходилось все сюда заносить в эту книгу. Теперь, значит, еще очень важно, я хотел бы сказать, вот, ну, для тех, кто занимается, да, я, значит, проводил беседы за все эти годы. Естественно, нужно обязательно разговаривать с родными, близкими, особенно со старшим поколением. Я, можно сказать, что переговорил за эти годы со всеми стариками, которые вот, в Кочегарово жили, где-то жили. Даже специально один раз ездил
в город Ефремов Тульской области, где я обнаружил, что живет самый долгожитель нашей деревни Копылов Николай Михайлович. И он прожил 97 лет. Вот таких носителей информации у меня очень много, там это несколько десятков. Я, значит, обязательно записывал всех на диктофон. И у меня этих записей, наверное, ну, часов 100, наверное, вот этих записей, которые я записывал, значит, потому что это самая ценная информация, отталкиваясь от этого в первую очередь. Фотографии, которые находились семейные, старинные, мы вот стали объединили вот в таком красочном альбоме. В этом альбоме, значит, содержится информация о всех Пшенниковых и о всех Кулагиных, нашей линии. Вот здесь старинные документы. У нас сохранились же вот старинные печати. Дедушкина печать сохранилась и прадедушки. Они были сельскими старшинами у нас в деревне. И вот в этом альбоме все фотографии и подробное описание наших жизни наших предков. Я думаю, что вот дополнение такое к родословной, оно как бы полную картину создает, вот эту всю картину. И очень приятно же будет это нашим, я думаю, что внуки, правнуки, праправнуки будут это смотреть. Причем я считаю, что надо именно вот в книжном варианте все делать, потому что компьютер электронный, да, в один миг может все накрыться, исчезнуть, а книжные эти вот такие вещи, они будут храниться. Что написано пером, не вырубишь топором, как говорили наши предки. В своей книге «Дюбсинский род Афанасьевых. История Якутии» я пишу о том, что растения без корней не растут, ну так и люди. То есть как, не зная, откуда ты, то есть какие твои корни откуда, да, вот я могу расти, не знаю, быть достойным носителем своей фамилии, допустим, да, поэтому это очень важный компонент. Моим научным руководителем была замечательный человек и ученый, это доктор исторических наук Дьяконова Наталья Назаровна. Подсказала мне, что есть такая тема дореволюционная интеллигенция, и мы с ней начали вот изучать именно братьев Афанасьевых, Василия Васильевича Никифорова, Говоровых. Ну, там много фамилий, да, но вот как раз мы с ней решили взять родословную Афанасьевых и потом уже выйти к конкретным биографиям. Но в первую очередь это был Михаил Алексеевич Афанасьев, первый дипломированный юрист из якутов. Я писала со второго курса, поэтому это все было собрано по крупицам из разных источников. Это метрические книги, ревизские сказки, это обращения, огромное количество обращений, запросов в российские архивы. Это наш национальный архив, 2 филиала на Кирова, на Дзержинского, 41. Поэтому, конечно, это результат такой, ну, такой, говорят, титанический труд был проделан, да, но, конечно, если тема интересна, человек изучает достаточно, не знаю, там плодотворно получается. И вот мы видим перед собой вот как раз научную монографию. Я считаю, что это, ну, не одна из первых работ, да, но, по крайней мере, история семьи, история родословной, вот здесь очень хорошо прослеживается. Таких историй, вот, когда наворачиваются слезы, конечно, очень много, но, знаете, вот восстановление биографии практически из ничего, начиная из метрических, ревизских сказок, потом уже целая жизнь вырисовывается, да, это, ну,
Это очень интересная, это очень захватывающая история. Но и вместе с тем ты вот через биографию одного человека выходишь на целый род и сталкиваешься с огромным количеством людей. Я стараюсь, вот, изучая биографию одного человека, сразу смотреть, кто был вокруг него, в какой среде он жил. Это называется исторический ландшафт. И потом уже вот смотришь на то, что он переживал. Ну, это может быть какие-то дневники, если есть какие-то там фотографии, например, да, кому он писал, дневник, например, и так далее. В общем, это так очень интересно. Очень интересно. Мне кажется, вот независимо от того, что это великая личность, да, или там простой человек, безусловно, вот в жизни все взаимосвязано. И историю делают все люди, все вместе, в одной связке. Вообще вот есть такое мнение, что сегодня в гуманитаристике случился такой методологический поворот, не только антропологический поворот, также и биографический поворот. И здесь возрождается интерес к жизни человека, который, безусловно, является действующим лицом истории. Так что любая жизнь, если она проживается самобытно, никого не копируя, она интересна и достойна изучения.